Являясь одним из очагов древних цивилизаций и находясь на перекрестке путей между Западом и Востоком, Абхазия занимала важное положение в становлении и развитии древнего мира. Согласно античным источникам, на территории Древней Абхазии в разное время сосуществовали сотни народностей и племен. Об этом, помимо свидетельств греческих авторов, говорят и археологические артефакты, и многочисленные останки древних сооружений как на прибрежной части, так и в альпийской зоне Кавказа. 3/4 территории современной Абхазии занимают горы. Эти места были колыбелью древних цивилизаций. Яштухская стоянка – один из древнейших памятников культуры всего человечества. В предгорных частях Абхазии сохранились мегалитические сооружения – дольмены и кромлехи, а непосредственно в горах были обнаружены многочисленные архитектурные постройки, которые и стали предметом исследований в 2017 году. В ходе экспедиций археологами были зафиксированы около 350 объектов историко-культурного наследия. Более 100 каменных строений у подножья горного массива Химса и более 200 на склонах горы Дзыхва, где впервые найдены 6 хорошо сохранившихся каменных печей, определение датировки которых крайне важно для понимания того, как развивались древние поселения. Последняя экспедиция была предпринята в верховье реки Бзыбь, на перевал Аданга, где еще в 70-е годы прошлого столетия в ходе советских археологических раскопок были обнаружены древние медные рудники, представляющие из себя вертикальные шахты и горизонтальные многоярусные штольни с боковыми камерами. Археологами были найдены каменные молоты для добычи руды, а также керамическая посуда периода поздней античности. Однако самые значимые находки относились к ранней бронзе и раннему средневековью, что свидетельствует о длительном функционировании рудников, начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры. Легенды гласят, что в древности горную часть Абхазии населяли низкорослые мифические существа ацаны, которым приписывают строительство древних пастушеских сооружений Кавказа. Ацангуары или ограды карликов, так их называли местные пастухи. Сами по себе ацангуары – это невысокие каменные пастушьи жилища-летники круглой или четырехугольной формы, площадью в среднем около 15-20 квадратных метров. Часто с одной, а иногда с несколькими большими пристройками неправильной конфигурации, которые вполне могли использоваться для содержания овечьих и козьих стад. Интересно, что долгое время не менялись ни строительная технология, ни материалы, ни расположение, равно как и предназначение самих этих построек. А поскольку они были частично разрушены временем, их незначительная высота и наводит местных жителей на мысль о маленьких домишках, служивших жильем для мифических ацанов. Согласно легенде, в те далекие времена на свете не было ни холода, ни жары, ни болезней, ни смерти. Ацаны разводили коз и охотились в альпийских лугах. Озера казались им морями, а ручьи – реками. Они жили в обществе равенства и всеобщего благополучия, не признавая ни царей, ни богов. Ацаны были абсолютно счастливы, но горделивы и нечестивы, чем навлекли на себя гнев Всевышнего. Вскоре на землю выпал ватный снег, загорелся, и в этом пожаре погибли все ацаны. Ученые до сих пор ищут ответы на вопросы,
каким был местный климат 1000 лет назад и позволял ли он древним пастухам зимовать в горах? Каково было предназначение найденных печей? Из чего были сделаны крыши каменных жилищ? Могут ли эти постройки носить культовый характер? Приоткрыть завесу над этими тайнами помогут будущие экспедиции. Совсем рядом огромные горные пространства, полные информации, способные вдохновлять еще не одно поколение ученых и исследователей, которым еще предстоит создать карту распространения построек и реконструировать палеоклиматическую ситуацию Кавказского региона в древности. Основной результат нынешних экспедиций заключается в том, что объектов культурного и археологического наследия в горах обнаружено гораздо больше, чем ожидалось. Они нуждаются в изучении и защите, поэтому на местах древних пастушеских стоянок необходимо создать государственный историко-природный заповедник. К полевым исследованиям нужно привлечь специалистов разного профиля – палеоботаников, экологов, геодезистов и археологов. Древние стоянки в горах Абхазии должны стать достоянием всего человечества.